Межведомственное взаимодействие надзорных и правоохранительных органов при выявлении и пресечении деятельности картелей. Эта тема стала главной на семинаре в столице республики с главами задействованных служб под председательством заместителя руководителя антимонопольной службы России. Совещание проходило в рамках исполнения положений национального плана развития конкуренции в стране. Из Магаса Ислам Дударов. Открывая семинар совещания, заместитель руководителя ФАС России отметил, что борьба с картелизацией экономики и необходимость усиления взаимодействия правоохранительных органов и Федеральной антимонопольной службы страны является отдельным пунктом национального плана развития конкуренции. Алексей Доценко также отметил, что ведомство ведет работу по выявлению фактов антиконкурентных соглашений на торгах, которые являются одной из форм коррупционных проявлений. Картель – это скрытое преступление, поэтому для нас важно взаимодействие с вами. И в части проведения проверок, и в части получения материалов оперативно-розыскной деятельности, и в унификации уголовного и антимонопольного законодательства. Алексей Доценко отметил, что по поручению Владимира Путина разработаны поправки в законодательство, ужесточающие ответственность участников картелей. По мнению руководителя администрации главы Ингушетии, преступление, наносящее вред экономике страны, сравнимо с государственной изменой, и без решения этой проблемы невозможно двигаться дальше. Проблематика, заявленная для сегодняшнего обсуждения, чрезвычайно актуальна для нашей республики, так же, как и для всех регионов России. Нарушение антимонопольного законодательства, как оценивает это явление президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, это преступление, которое сравнимо с государственной изменой. Руководитель администрации главы региона сообщил, что планируется подписание соглашения о взаимодействии между ФАС России и правительством Ингушетии с целью развития конкуренции в регионе. Обсуждение темы было продолжено в администрации руководителя субъекта. Магомед Индиев представил итоги деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы за отчетный период. Управлением выявлено за последний год 29 случаев нарушения антимонопольного законодательства, негативно влияющего на развитие экономики Республики Ингушетия. По результатам рассмотрения возбуждено 13 дел, выдано 17 предупреждений об устранении выявленных нарушений. Участники семинара отмечали, на каком уровне находится межведомственное взаимодействие антимонопольных и правоохранительных органов и пресечение деятельности картелей. Уже главная рабочая группа, которая находится на федеральном уровне, уже действует. Это рабочая группа совместно с прокуратурой, МВД, Следственным комитетом и другими силовыми органами Российской Федерации. Для чего она создана? Для расследования картелей. Теперь, что картелизация экономики очень высока. Мы в год больше 300 дел по картелям рассматриваем, и поскольку картель это уголовно наказуемое деяние, поэтому совместная работа – это залог успеха. Мы ежегодно выявляем такого рода нарушения, возбуждаем дела и рассматриваем их. Вот буквально недавно мы выявили картельный сговор, это две организации, у которых оборот более 54 миллиардов рублей, это считай 2 бюджета республики годовых. Вот, мы сначала проверяли наш рынок, но на нашем рынке мы этот картель не увидели, выявили этот картель более чем половину субъектов Российской Федерации. И, соответственно, получив разрешение в центральном аппарате на возбуждение дела, в данное время дело возбуждено и находится на стадии своего завершения. В завершение встречи Алексей Доценко вручил благодарственное письмо за сотрудничество и помощь в работе ФАС России. Ислам Дударов, Ася Горчханова, Исмаил Сагов, Ахмед Исмурзиев, Дэни Тимурзиев. Вести, Ингушетия.